Константинова Светлана Семеновна, учитель физической культуры Национальной политехнической школы номер 2 города Якутска. И являюсь руководителем Всероссийской олимпиады по предмету физической культуры. В этом году мы съездили с 13 по 18 апреля на заключительный этап олимпиады в город Ульяновск, где проходила 25-я олимпиада по счету. И наши достижения в этом году очень хорошие. Повезли 3 детей, из них 2 приехали призерами Всероссийской олимпиады. Это Бондаренко Виктория, 11 класс, информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри, и Федорова Ирина, СОЖ, средняя специализированная школа номер 17 города Якутска. И еще был Скрябин Сафрон, Якутская национальная гимназия, но по уважительной причине в связи с травмой он до конца не прошел, хотя шел очень хорошо. Поэтому, что касается этого, хотим, пользуясь случаем, поблагодарить всех образовательных учреждений города, республики, также Министерство образования и Малую академию наук за поддержку, за то, что они каждый год нам помогают в нашей работе в связи с тем, что проводят учебно-тренировочные сборы. В связи с адаптацией детей мы всегда выезжаем чуть раньше и там адаптируем детей, проходя. В этом году мы были на базе именно Ульяновского государственного университета, прошли вот эти сборы у нас, у детей, и в связи с этим наши дети, надеюсь, поэтому выступили неплохо. И так каждый год. И еще хочу сказать, что с нами ездили учителя-преподаватели этих детей. Естественно, мы все именно очень дружная, сплоченная и профессиональная наша команда учителей физической культуры. Мы работаем с сентября месяца детей и начинаем отбор детей, и с ними уже работаем в течение года. В связи с этим, возможно, и у нас ежегодные такие результаты призовые получаются. И я бы хотела посоветовать всем предыдущим предметом, именно организовать такой дружный коллектив, который бы работал действительно на благо республики, на благо наших детей, на достижение высших результатов. Так, и еще хочется отметить, что какие есть плюсы, плюсы то, что действительно мы проводим сборы, плюсы, что Малая академия наук стала сейчас организовывать у себя, эти олимпиады, проводить региональные этапы, где есть база хорошая, и где можно, по нашему конкретно предмету, мы можем там готовиться по гимнастике, по спортивным играм, по теоретической части. Единственное, что проблема у нас бывает с легкой атлетикой. Нету манежа, поэтому, если есть такая возможность, пожелание сделать крытый стадион, который у них на улице был бы зимний, круглогодичный, вообще было бы шикарно на этой базе работать, потому что там очень хорошие условия для одаренных детей для работы. Так, и что еще можно? Очень отрадно, что у нас регион наш, в республике. Уровень у нас конкуренция очень большая по нашему предмету, поэтому отбираются дети по рейтинговой системе, поэтому очень много детей у нас остается, за бортом, можно сказать, в связи с тем, что не хватает нам, оказывается, есть, конечно, проблемы, минусы, и нам не хватает теоретической части, именно преподавателей, которые бы могли нам помочь в этой теоретической части, поэтому нам нужно бы как-то, наверное, наладить связь с центральными вузами, которые работают в этой отрасли, и с ними онлайн, вебинарами, как-то пройти какие-то курсы, обучение, и тогда, возможно, теоретическая часть мы бы подтянули, и тогда мы бы ждали от наших детей победителей в республике. Потому что объять всю историю спорта, физической культуры, здоровья, это очень сложно ребенку. Поэтому здесь нужны специалисты хорошие, именно в теоретике. Мы-то все практику мы даем, поэтому мы на уровне России стоим тоже хорошо. Хочется еще отметить, что многие регионы приезжают очень большими составами. Это Москва, нынче привезла 39 детей, Московская область 37, Татарстан 43 человека,
Из Дальнего Восточного федерального, если округа говорить, то привезли Хабаровск 9 человек. И остальные уже привезли по квоте чисто. А мы каждый год везем по 2-3, по 5 человек. Ну вот квотами почти у нас постоянно призеры. В связи с этим они уже имеют как бы свою квоту. В связи с этим они уже едут. Ну вот на будущий год у нас Ирина уже как бы является уже как бы уже участником заключительного этапа, так как она призер. Она нынче участвовала впервые, и вот сразу такой результат. Очень отрадно. И мы надеемся, что Сафрон поправится, и у него, тем более он только 9 класс, у него очень хорошо. И вот сейчас еще мы хотим обратить внимание, вот в России у нас по нашему предмету пошло, что тенденция 7 класса могут участвовать дети. Именно на заключительном этапе, ранние, да? Но они должны обязательно участвовать по программе 9-11 классов, со старшим вместе тягаться. Поэтому вот надо будет нынче нам просмотреть тоже, подумать вот дружным нашим тренерским коллективом, да, и что вот одаренных хороших детей 7 класса уже начать с ними работать. Так, возможно, тогда мы больше получим призеров и победителей заключительного этапа. И очень отрадно, что с этого года стало вот стимулирование детей, да, по Олимпиаде. Поэтому мотивация хорошая. Вот, и хочется тоже так же, чтобы и отмечали и преподаватели, которые готовили бы, тоже бы стимуляция не помешала бы. Тогда, глядишь, еще бы начали наши педагоги работать сильнее.